Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас снова на канале Лавка Старины. Сегодня хочу повествовать вам в данном ролике о староверах, о религиозных ссыльных, которые внесли в свой вклад в истории развития нашей Якутии. А также несколько слов из истории крещения якутов и какие кресты они носили. Старообрядчество, как религиозное, историческое и культурное явление в Якутии, представляет собой одну из актуальных и малоизученных проблем современности. Архивные данные свидетельствуют о том, что в Якутии старообрядчество имеет глубокие корни, поскольку языческая якутская окраина приняла древнеправославную веру еще до раскола русской церкви. 25 сентября 1632 года казачьи служилые люди под командованием сотника Петра Ивановича Бекетова в 70 верстах ниже от современного Якутска построили первый якутский острог и первую якутской землице-часовню во имя Святой Троицы. Со времен вхождения северо-восточной окраины Азии в состав российского государства возникла потребность создания пассажирских трактов, связывающих Сибирь с Охотским побережьем. Якутск стал узловым транзитным пунктом, через который следовали грузы и пассажиры из Центральной России на северо-восток и обратно. В связи с этим сначала был построен Якутско-Охотский тракт, эксплуатация которого началась с 30-х годов XVIII века. Однако уже к середине следующего столетия Охотский порт стал неудобным, так как его жилые помещения и склады постоянно заливало водой. Поэтому в 1851 году губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский счел необходимым основать новый перевалочный пункт для снабжения Камчатки и Русской Америки в Аяне. На части Якутско-Аянского тракта от города до станции Усть-Майская были расселены якуты, основавшие там 12 станций, расположенных в 20-30 верстах друг от друга. Удаленная от Якутской часть тракта была заселена старообрядцами из Томской, Енисейской и Иркутской губерний, а также ссыльными из других мест. Началом этого переселения считается апрель 1851 года. Осваивать эти новые земли отправились в основном староверы, измученные многолетними преследованиями со стороны официальной церкви и царского правительства. Они мечтали поселиться вдали от властей и мирского шума, а далекая малозаселенная Якутия очень подходила для этого. Всего же по Якутско-Аянскому тракту было расселено 323 мужчины и 266 женщин, составлявших 102 семейства. Правительство старалось в первое время поддержать поселенцев. Им предоставлялись льготы, пособия, прощали все недоимки бывшему хозяину. Староверы всегда отличались трудолюбием, ответственностью, трезвым образом жизни. Поэтому в скором времени на вечной мерзлоте были построены добротные усадьбы, заколосились поля. Вначале переселенцы останавливаются в урочище Нелькан Усть-Майского улуса, затем в других местах, а семьи Будковских, Кушнаревых, Китаевых, Николаевых, Голубцовых, Киселевых, Борисовых, Спиридоновых и других основывают село Павловск, которое на долгое время становится центром старообрядчества в Якутии. В Павловске в 1883 году пребывало 97 старообрядцев, в 1902 – 182, в 1905 – 197, в 1909 – 219, а к 1917 году число жителей села возросло до 243. Но недолго пришлось староверам обслуживать Аянский тракт. В 1867 году устанавливается сообщение с Камчаткой по морю, а Аянский тракт, выполнив свою роль, упраздняется. Некоторые крестьяне выехали обратно в Забайкалье, часть семей переселилась в Амурскую область, другие остались в селении Усть-Майском, Павловске и Новопокровске. Старообрядцы в Якутии свято хранили веру в отцов, а в селе Павловске построили деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а старообрядцы
купец Петр Кушнарев воздвиг величавую часовню на Старообрядческом кладбище. Есть Старообрядческая церковь и в Якутске. Якутская община во имя святых верховных апостолов Петра и Павла своими руками на пожертвование прихожан возвела молельный храм на улице Маяковского. Потомки сосланных в Якутске староверов не отступили от традиций. Кушнаревы жили в Якутске с 1680 года. Сюда крестьяне-старообрядцы были сосланы Петром I за исповедание старой веры. Глава семьи Апексим Михайлович Кушнарев родился уже здесь, в старообрядческом селе Павловское Якутского округа. Кушнарев Апексим Михайлович, купец первой гильдии из крестьян-старообрядцев в селе Павловское Якутского округа, занимался молочной торговлей, собрал стартовый капитал и стал поставлять на золотые прииски скот, мясо, масло и рыбу. За 30 лет торговой деятельности нажил миллионное состояние, регулярно участвовал в Иркутской и Нижегородской ярмарках. В Якутске имел двухэтажный жилой каменный дом и деревянный двухэтажный магазин по улице Собранской, ныне улица Амосова. В Иркутске обширную усадьбу с каменным домом и постройками. Сельскохозяйственные занятия павловских староверов были весьма успешны. Они вывели морозоустойчивые сорта огурцов, помидоров, капусты. Первыми стали выращивать в неблагоприятных климатических условиях дыни и арбузы, табак и коноплю. Староверы распространяли среди местного населения оригинальные приемы агротехники, особые способы очищения зараженной пшеницы. Эти приемы позволяли не только обеспечивать продуктами земледелия себя, но и снабжать ими Якутск и ближайших соседей. Успешны павловчане были и в животноводстве. В отличие от других крестьян Якутии, они держали не только коров и лошадей, но и разводили овец и домашнюю птицу. Техника содержания и разведения коров и лошадей у местного русского и якутского населения отличалась незначительно. Но староверы содержали скот в русских хлевах, более теплых и гигиеничных, лучше кормили, добавляя в сено овес и месиво из соломы и муки. А потому продуктивность скота у них была выше, чем у окружающего якутского, да и у русского населения. Особыми промыслами жители Павловска, может, и не занимались, но изготовляли для собственных нужд реже на продажу овчинные тулупы и шапки. Все это, помноженное на трудолюбие, сделало старообрядцев зажиточными, а их село богатым. Дома у крестьян бревенчатые, крытые тесом или дранью, двумя дворами, передним и задним. На переднем бывают анбары для покладки имущества и навес, под которым стоят телеги и сани, на заднем дворе держат скот. Тут же обыкновенно строится большой сеновал или поветь, хлевы для телят и ягнят. Количество и добротность хозяйственных построек полностью зависели от зажиточности владельца. Огороды у жителей находились в особых отведенных местах у озера. По информации старожилов, вплоть до начала XX века большинство русских крестьян Якутии бани топили по-черному, и только у зажиточных крестьян и практически у всех старообрядцев бани были белые. Дореволюционные наблюдатели отмечали положительное влияние их нравственных устоев, трезвый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, воспитание детей в духе уважения к традициям других народов, бережного отношения к природе, на окружающее население. В селениях, где большая часть жителей исповедовала старую веру, очень сильны были общинные начала, совместный отдых, работа, взаимопомощь. Все это основывалось на искренней крепкой вере. Со стороны местных властей мировоззрение староверов не встречало официального одобрения, но и не подвергалось особым гонениям. Возможно, потому что для старообрядцев, проживавших на территории Якутии, не был характерен фанатизм в отстаивании своей веры. Ни документы, ни воспоминания старожилов не сохранили каких-либо сведений о конфликтах на религиозной почве.
Освоение якутских земель и духовное просвещение народов, их населяющих, шло нераздельно. Это было как бы две параллели. Общая бедность населения и кочевой образ жизни не способствовали быстрому проявлению приходов. Первые немногочисленные отряды казаков стали строить в Якутии свои остроги-крепости в конце XVII века. Реальное же освоение Якутии началось на век позже. Лишь с конца XVIII века начинаются массовые крещения коренного населения. Однако подлинная христианизация якутского народа, связанная с именем святителя Иннокентия Вениаминова, датируется еще более поздним сроком, второй половиной XIX века. По инициативе и при участии епископа Иннокентия был осуществлен не только перевод Библии и некоторых богослужебных текстов на якутский язык. Иннокентий не побоялся использовать элементы языческих обрядов и богослужений и имена собственные языческих богов при переводе Писания. Миссионерская и просветительская деятельность святителя Иннокентия и его сподвижников принесла определенные плоды. И все же большинство якутов осталось язычниками или двоеверами с очень поверхностной и неглубокой христианской прививкой. Основной религиозностью якутов перед революцией 1917 года был шаманизм. Вера в добрых и злых духов, возможности перевоплощения, магическое лечение не только сохранялось, но даже до некоторой степени распространялось среди окружающих русских. Бытовая религиозность якутов в первую очередь представляла собой веру в существование бесчисленного множества духов, существующих в окружающем предметном мире. Якут чувствовал присутствие духов в животных, деревьях, реках, ручьях, горах и долинах. Не меньшее влияние, по убеждению якутов, имели духи умерших. Помимо этого, они считали, что существуют общие абстрактные духи огня, воды, рода, которые как бы вбирают местных духов данного очага, данной реки. Вместе с тем у якутов были некоторые представления, которые интерпретируются современными неоязычниками как монотеизм. Речь идет об имеющих общие корни общетюркском религиозном мифе верованиях верховного бога солнца, огня, Аи Тангара. Однако повседневная религиозная практика уделяла этому верховному богу мало внимания. К началу XX века образы Аи у значительной части населения слился с представлением о христианском боге. Современные идеологи язычества утверждают, что у Аи существовало особое жреческое сословие, аналог христианского духовенства, белые шаманы, которые были вытеснены православными священниками. Христианизация и утверждение православия в Якутском крае стали синонимами распространения здесь просвещения и образования. Общеизвестно, что именно священные и церковнослужители в отдельных наследях являлись не только духовными пастырями, но и учителями, агрономами, теоретическими судьями и врачами, а храм выступал в роли культурно-информационного центра, где можно было узнать о событиях, происходящих в стране и в мире. Именно с деятельностью церковных учреждений Якутии связано появление первой школы, первой книги на якутском языке, первой газеты. Духовенство епархии занималось этнографическими и лингвистическими исследованиями. Сегодня у меня тема металлопластика православной тематики. Это у нас нательные кресты, складни, киотные кресты. В общем-то, все сейчас расскажу вам по порядку. Вот один из наиболее распространенных крестов относится к старообрядческому вероисповеданию. Вообще, христианская религия, принятая Древней Русью, сделала крест важнейшим религиозным символом. Вот один из видов киотного креста – это малый киотный крест.
Он обычно хранится в красном углу на киоте, полки с иконами. Иногда врезался в икону, брался в странствия, походы. И их бывает несколько видов. Малые киотные кресты, средние кресты и большие киотные кресты. У некоторых крестов бывают разукрашены горячей эмалью синего цвета. Ну и трехцветные тоже встречаются киотные кресты. Но этот, в частности, этот крест, как видите, он с утратой. Вот здесь нижняя часть, она обломана, к сожалению. Но все равно это святыня, поэтому имеет место быть. Вот. Кресты-тельники, именно они, те маленькие нашейные нагрудные крестики, которые получают при крещении и носят всю жизнь. Вот здесь у меня есть так называемые листики. Это старинные кресты традиционно считались женскими, так как одновременно напоминали своей формой листок растения и стилизованную женскую округлую фигуру. Вот вы видите в таком вот исполнении. Это считается тоже, относится к староверческому вероисповеданию, но христианские, православные христиане тоже принимали их, и их отливали сотнями тысяч экземпляров и распространялись по всей Руси эти кресты. А вот мужские типы. Почему именно староверческие? Здесь впереди изображение канонического креста, сзади молитва «Да воскреснет Бог». Эти типы крестов считалось истинно староверческими, так как староверам запрещалось всякое изображение Иисуса, тем паче на крестах. Спереди написано «Царь славы» и сзади молитва. До начала XIX века в промышленных масштабах изготавливались эти кресты. Это более маленькие, носились, видимо, считались детскими крестиками нательными. Вот. Можно видеть вот с остатками эмали. Есть еще третий вид нательных крестов. Это кресты, изготовленные якутскими мастерами. Тут хорошо видно. Вот это крест изготовлен в серебре. Тут изображение, надписи «Иисус Христос», «Царь славы». И внизу изображение Адама. Вот. Такой вот вид есть. В некоторых крестах на лепестках изображались как бы знаки, да? Знаками в виде черточек. И есть кресты с инициалами. Бывают кресты с инициалами. Бывают кресты вот просто вот с изображением палочек. Но это конец 19-го, конец 18-го, начало 19 века. Где-то так датируется. Точно не скажу. Кто точно знает, можете меня поправить. Я буду вам только благодарна. Вот такие вот еще кресты. То есть якутскими мастерами изготавливались разнообразные кресты. Бывают еще большие нагрудные кресты.
По-якутски они называются сюрях, но, к сожалению, у меня такого креста сейчас нету. Ну, как бы вот это маленький вариант, но они похожи вот на такие, размером чуть побольше. Ну, скажем, где-то сантиметров 8 или 10, бывают и побольше. Как правило, они изготавливаются из серебра. Вот. Обряд крещения по-якутски называется сюряхтани, то есть в переводе от слова сердце, да? Нательные кресты якуты получали при совершении обряда крещения и получали христианские имена. Были они из серебра, меди, латуни, и привозили кресты тельники из Центральной России тоже, где они и производились, кроме вот тех крестов, которые делали якутские мастера. Есть вот такие вот кресты, тоже из серебра. Они привозились из Руси. Тут есть остатки горячей эмали синей. Они более редкие. Вот сзади есть проба. Вот здесь внизу проба серебра. Это более поздние, вот начало 19 веком, да, примерно датируется. Здесь, по-моему, пробы не было, но это тоже крест из серебра. Вот такого вот плана. Такой вот крест. Ну, я вам еще более близкие фотографии вставлю, чтобы вы могли рассмотреть каждый крест. Помимо этих крестиков есть еще вот такие вот. Привезенные из Руси. Сзади тут есть надпись. Молитва. Вот наиболее тоже близкий экземпляр, да, так называемому сюрях. Конструктивно они состоят из 3 частей. Это крест, сам крест, сверху идут пластины и цепи. Кресты четырехконечные, завершения крестов округлые, плавные и иногда декорируются шариками и ответвлениями. В заглавиях креста встречается буква ИНЦИ. Что означает Иисус Назаретянин, царь иудейский. И вот здесь вот вы видите, да, инициалы сверху и МЦ, да? Иисус Назаретянин, царь иудейский. Во всевозможных вариантах, от правила начертанных букв до простых черточек, отдаленно напоминающих букву. Ну вот по краям вы видите Иисус Христос. А вот это просто черточки, отдаленно напоминающие буквы. Очертания креста на Голгофе наносились резцом, оформлялись плоскорельефной резьбой, контуры украшения подчеркивались чернением. Вот такие вот кресты. В это же время начинается активное освоение Сибири русскими землепроходцами, казаками, миссионерами, которые брали с собой в далекий край свои реликвии, иконы, кресты и так далее. Предположительно, что именно таким образом могли попасть в Сибирь, в дальнейшем и в Якутии, вот такие вот прекрасные образцы русского ювелирного дела.
Вот. Возможно, что именно они послужили образцами для якутских мастеров, ювелиров при изготовлении нагрудных крестов. Ну и, соответственно, вот эти вот складни тоже с первыми землепроходцами, первооткрывателями, а в дальнейшем уже после христианизации якутов они уже завозились из России в Сибирь и в Якутию. Вот видите, вот икона Николая Чудотворца, складень. Здесь должны быть створки, к сожалению, створки не сохранились. Но я думаю, со временем можно будет их дополнить. Вот еще один. Это у нас Вознесение Святого Илии. Тут створка вот такая вот с ликами святых. Вот такие вот святыни. Сзади есть вот такие вот для подвешивания. То есть они могли их и подвешивать, и носить в кармане. Вот такого плана вот иконка. Но это иконка более-менее сохраненная. Тут буквы просматривается. Текст читабельный как бы. Но бывают очень намоленные вот в виде вот этого, да, вот намоленные кресты, складни и святыни. Здесь изображение входа Иисуса в Иерусалим. Видите, вот его встречают с пальмовыми ветвями. Так, далее. Теперь я вам расскажу вот об этой складне. Сейчас более приближу и потом вам засниму его более подробно. Четырехстворчатые складни, так называемые большие праздничные створы, с кокошниками, килевидное завершение каждой створы, основные сюжеты, изображение десятых праздников. На 3 створах изображение местночтимых икон Богоматери с избранными святыми. Это 4-я створа. Вот это вот. Я их покажу в разобранном виде, чтобы получше разглядеть каждое изображение. 1-я створа — это наверху распятие Христова в кокошнике. Далее идет Благовещение. Вот, видно, да, надписи. Затем идет Рождество Христово. Следующее — это Рождество Богородицы и введение Богородицы во храм. 4-е изображение. Вот такое вот у нас первая створа. 2-я створа. Это у нас наверху Троица Новозаветная. Сретение Господне, Богоявление, то есть крещение Господне. Это Иоанн Креститель изображен на реке Иордане. Дальше идет Преображение и вход в Иерусалим. Надписи хорошо все видно. Стора тоже хорошо сохраненная. Так, 3-я створа. Это воздвижение Христа Господне
вы видите в кокошнике этой створы. Далее идет воскресение Христово, Христово воскресение. То есть, ну, по-другому сошествие в ад, вознесение Господне, живоначальная Троица и Успение Богородицы. И четвертая створа у нас наверху в кокошнике изображение похвала Богородицы, поклонение Тихвинской Богоматери, Тихвинской Богоматери, поклонение иконе Владимирской Богоматери. Следующее поклонение иконе Смоленской Богоматери и поклонение иконе Богоматери Знамений. Вот такие вот створы. Вот такой вот четырехстворчатый складень по 2/10 праздникам я хотела вам сегодня показать. Вот таким вот образом он закрывается. И далее, как книжка, она должна вот так вот закрыться. Но это все я дам в ремонт и отремонтирую. А тут сзади вот молитва Христу Твоему поклоняемся. И изображение креста, Царь славы. Вот такое вот изображение. И собирается он как книжка. В таком вот исполнении получается этот складень. В раскрытом виде он вот такой вот. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Если у вас есть какие-то дополнения по данному видео, можете написать в комментариях. Я буду только благодарна вам. Конечно, я могла допустить где-то какие-то ошибки. И с удовольствием жду ваших комментариев, дополнений, может быть, к данным святыням по определениям. И спасибо еще раз вам всем за внимание. Ставьте лайки, оставьте свои комментарии. И до новых встреч!